Добрый вечер, дорогие друзья. Вы продолжаете смотреть телеканал ТНВ. И снова с вами замечательная вечерняя встреча с программой «Вечерняя игра». И мы ее, опять же, вечерние ведущие. Вечерняя Лия Сергеева. Вечерний Петр Нижинский. Вечерний чай, вечерние игры и вечерние разговоры вам гарантированы. И наши вечерние гости. Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова. Добрый вечер. Добрый вечер, ребят. Лото любите? Да, это единственная игра, в которую я умею играть. Вы попали. Так. Да, абсолютно. Давайте проверим. Не сговариваясь. Давайте. Так, что мы делаем? Мы тянем. Да. Хорошо. А как часто вы, кстати, в лото играли? Это было лет 25-30 лет назад, вот, но я была очень большим мастером. То есть семейным кругом? Конечно, конечно. Точку не вижу, не могу понять, то ли 99, то ли 66. Я думаю, что 99. А 99 разве есть в лото? Хочу я задаться. Ну, я же 150 тысяч лет назад играла, поэтому 66, наверное. Да, 66, да. А вот 66 Да, есть у понятно. меня, Есть. есть у нас. У нас, да. Это вот так, да? Так. Ну, понятно. Давай, Но у меня мне рука сказали, легкая, что я Петра начну. обыграть просто невозможно, поэтому... Фандорину, Да, прям. в общем, практически да. Его немножко уравновешивает мое невезение в лото, поэтому, в принципе, на равных получится. Понятно. А у вас на двоих? Да. Да. А у меня на одну? Да. Хорошо, неравная сила. 72. 72. Нет. В Нету. пролете. Нет, немножечко Рекламный да. пауза. А давайте третью на всякий А случай. давайте. уж, А давайте. 26. Да. Да. А вы мастер? Ну, вот так вот, да. Вот и мы уже успели заметить, и все, кто с вами имел удовольствие работать, встречаться, общаться, замечают, что вы все-таки такой очень чиновник, на чиновника-то и не похожий. И в джинсах вас видят, и улыбчивая, И общительная, И общительная. и в лото вот играете. и замечательно. тексты не по бумажке. Это вот какая-то принципиальная позиция, или все-таки природа берет свое? Спасибо большое за комплимент и спасибо большое за вопрос. Я думаю, что такая современная жизнь наша, что она, конечно, требует быть максимально естественным и максимально встроенным в нашу современную жизнь. Сейчас ведь никого не обманешь. Сейчас интернет, сейчас соцсети, сейчас люди общаются. И делать вид, что ты умнее кого-то или знаешь чего-то больше, чем кто-то, конечно, это не мой путь. Я пришла ведь в чиновничью работу из профессии. И моя профессия, я музыковед по образованию, закончила Казанскую консерваторию. И это настолько для меня вещи неразделимые, потому что, как я всю жизнь занималась культурой, искусством, и здесь я занимаюсь культурой и искусством, я не тот эффективный менеджер, о котором очень принято говорить в начале 21 века. Я вот тот отраслевик. Я пришла из поля, я пришла от станка. И просто сейчас вот мой опыт работы и чиновничьей, и 10 лет работы в аппарате Кабинета министров, это тоже, в общем, очень серьезная такая вещь. И как говорил Михаил Ефимович Швыдкой, наш бывший министр культуры Российской Федерации, главная задача чиновника – приладить идеи ноги. Вот идея идет от профессии, которую я обожаю, а умение приладить ноги, приделать ноги, это как раз вот этот опыт почти 20-летней моей работы чиновником. Но все-таки за 20 лет из музыкального поля вы очень далеко ушли, и карьера, ну, будем говорить, прямо головокружительная. Какие качества характера помогают вот так вот по ступенькам взбираться? Или это вот баловень судьбы, как говорится? Ни в коем случае. Это не мой случай, никакой не баловень судьбы. Баловень судьбы только потому, что Бог одарил, наверное, 3 вещами. Это есть способности чисто профессиональные. То есть для того, чтобы стать музыкантом, нужно иметь слух. Да, конечно. Нужно иметь определенный тип мышления. И, конечно, это первое. Второе, это замечательные учителя, которые вытащили из меня вот этот потенциал, умение говорить на публике. Понимаете, когда ты приходишь в институт культуры, я вот пришла, например, первый раз преподавать после консерватории, мне 24 года, и меня зовут в аудиторию, а там сидит 400 человек. Вот это огромная аудитория, там есть вот эти вот с этажами, да. Улей. И я хлопаю глазами, я понимаю, что там сидят студенты, которые на самом деле, может быть, чуть-чуть меня помладше, а может быть и постарше. И так вот все сидят и говорят, а что за девочка пришла, и что нам сейчас будет рассказывать? То есть скептически так воспринимают? Еще как, конечно. Ну и потом говорит, вы не волнуйтесь, у нас еще
35 человек сегодня просто отсутствуют, потому что они там на каком-то мероприятии. Не все, то есть, пришли. Ребят, я вам передать не могу, какое это было счастье. Когда ты стоишь и вот владеешь вот этой аудиторией, там 435 человек, у меня была 100% посещаемость. Муха пролетит, и это слышно. И вот это вот счастье от того, что ты можешь увлечь публику и твою аудиторию, это, конечно, я думаю, что это вот как раз вот то, что Бог поцеловал. И третье качество, которое есть у всех членов моей семьи, это невероятное трудолюбие и, конечно, перфекционизм, о котором мы сегодня тоже говорили. То есть ты себя-то не щади. Если ты себе задачи ставишь профессиональные, то должен быть всегда на очень высоком уровне. Вот это основная такая базисная формула быть, а не казаться. Как только я слышу или вижу казаться, а не быть, это человек не моего поля, и он как бы из поля зрения моего уходит, и мы с ним не работаем и не общаемся. Потому что жизнь очень короткая для того, чтобы что-то из себя вообще строить. Разгадывать да, еще эти загадки. Совершенно верно. Ты занимаешься делом, ты занимаешься серьезно. Ты должен иметь хорошую выучку, ты должен иметь хорошие ремесленные навыки, ты должен уметь правильно это в одном месте собрать и дать определенный результат. В любой. Ты дворник, ты врач, ты учитель или ты чиновник. Нет никакой абсолютно разницы Абсолютно между этой согласен. профессиональной деятельностью. Кстати, позвольте узнать, а что за лекции вы читали в курсе лекций? Давайте сначала. Давайте. Вот меня всегда спрашивают, как вообще стать вот музыкантом, как вот люди выбирают профессию. У меня очень музыкальная семья, у меня очень папа хорошо пел, у меня мама очень музыкальная. И очень сильно болел брат, и я очень всегда просила, то есть я с 1 класса знала, что я буду заниматься музыкой, но не было возможности. Это вот сейчас там 18 школ здесь, там 36 школ таких, тогда такого не было. Ничего такого не было, были секции, кружки, но музыкальных школ было очень мало. И пока я, значит, родителей, что называется, не продавила, в 9 лет меня привели в 4-ю музыкальную школу. И мне сказали, девочка, конечно, очень способная, но пришли вы очень поздно, у нас дети приходят в 5 лет, поэтому можем предложить только арфу. Я сказала, арфа замечательный инструмент, но играть на арфе я не буду. И в музыкальную школу я не пошла. И практически это был сам раб, это была самостоятельная работа, я там где-то для студии чего-то как-то, значит, там для корочки что-то закончила. Фактически первый раз мое такое базовое образование началось в Казанском музыкальном училище. Это особое место. Я пришла в него в 1985 году. И, видимо, от того, что я вот когда пришла, и жизнь моя приобрела совершенно правильный и осмысленный вид. Я поняла, что я вот буду этим абсолютно точно заниматься. И я, собственно, этим и занимаюсь всю жизнь. Преподавательская часть – это ведь тоже призвание. Если говорить о призвании, то, конечно, у меня призвание к работе с ребятами, со студентами. И когда я заканчивала, значит, 4 года училища, 5 лет консерватории, в конце 5-го курса у меня было на выбор 3 места работы. Это музыкальная школа, это музыкальное училище, куда меня взяли в свое же родное, преподаватель 2-го курса. Это институт культуры, куда меня тоже пригласили, я везде ходила совместителем. И я оставила все 3 вида, потому что это было настолько интересно и необыкновенно продуктивно, потому что школа – это детки замечательные, они вообще ничего не знают. Это абсолютная табула раса. Ты должен их влюбить в музыку, потому что он будет, даже если он не будет музыкантом, он придет в концертный зал, он придет в театр. Это наша публика, мы ее растим. И когда дети в 6 классе им рассказывали, там, значит, страшилки про пушкинскую пиковую даму, а потом показывала, как это у Петра Ильича Чайковского сделано здорово. И понимаете, я видела вот эти горящие глаза, это адреналин необыкновенный. Вот ты понимаешь, что ребенок открывает для себя какие-то совершенно неизведанные горизонты, какие-то двери, совершенно закрытые для него по какой-то причине или по каким-то причинам. Другой возраст – это музыкальное училище. Это дети от 15 до 19 лет. Это совершенно замечательные ребята, которые вот как губки впитывают в себя, уже что-то понимая, но при этом они хотят научиться. Знаете, музыкальное образование, оно же ведь не обязательное. Туда идут дети конкурсные. Они проходят определенные этапы отбора. Я работаю только с исполнителями. Струнники, пианисты, дирижеры, с которыми я всю жизнь работаю. Народники у меня немножко были, духовики-мальчишки. Институт – это другая песня. И в институте взрослые люди,
И они, конечно, все знают. Вы же понимаете, Да, 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 что да, в институте да. все знают. Да. Но я-то ведь тоже не с улицы пришла. И вот это вот некий такой вот обмен информацией, энергетикой. Ребята очень талантливые, очень интересные, очень креативные. Вот эта преподавательская деятельность, которая на самом деле для меня очень важна, и я ее держу всегда. Хоть вот одним пальцем, но я за училище или там, за музыкальную школу я всегда держалась. Несмотря на то, что я пришла в Министерство культуры в 99 году, поработала, потом, значит, я ушла в кабинет министров, и говорите как раз вот об этой головокружительной карьере. И сейчас уже это Министерство культуры, еще раз второй уже заход на другом уровне. Вот эта часть моей работы, она никогда никуда не уходила. И я понимаю, что именно это заставляет тебя быть в форме. Ты должен соответствовать современности. Невозможно прийти в класс и говорить прописные истины 30-летней давности. Значит, ты читаешь Да, всё литературу, верно. ты то-то, то-то и то-то. Быть Это в же очень потоке. здорово. В Да. нашей программе тоже есть некоторые обязательные этапы Нам развития. очень нравится быть в этой форме. В форме рекламы, скажем так. Вот сейчас мы ее посмотрим, а потом обязательно вернемся. Продолжаем нашу вечернюю игру, и действительно играем мы. Что там на бочоночке? Так, цифра 5. Нету. Так, и мимо 14. И снова нету. Ну вот, вот Нет, хотя у бы. кого есть, а у хотя кого, бы, знаете ли. хотя бы, да, Тяжело. хотя бы. Так, 30. Так, все мимо. Ну, давайте еще одну. Давайте. Давайте. 79. Ребята, Да. сегодня не ваш день. Да. Почему? Вполне даже наш. Что вы говорите? Ну, вот до рекламы мы затронули тему, которая явно вас очень радует, очень греет. И получается сейчас, по сей день, даже уже сколько лет вы не работаете на преподавательской деятельности, студенты, ученики, все равно с вами. На самом деле, Лия, я ведь работаю. То есть есть такая форма, называется совмещение. Я работаю в Казанском музыкальном училище, колледже сейчас это называется. Мне это слово не нравится, это чужое слово, а вот училище, место, где учат, 27 лет. И, конечно, за это время очень многие ребята, ну, практически, наверное, ну, процентов 80, они все находятся в поле моего зрения. Они давно стали моими коллегами. Это половина государственного ансамбля песни и танцы. Это очень много ребят в Государственном симфоническом оркестре. Это оркестр оперного театра. То есть все наши творческие коллективы. Представляете, это счастье невероятно. Вот сейчас уже в новом качестве я прихожу, например, на репетицию концерта. Они же все выскакивают и говорят: Эльвира Файловна, здорово, вы пришли там то-то, то-то, то-то. Кто-то снимает кино, кто-то в Москве, кто-то в Швейцарии, кто-то в Израиле, кто-то... И все они находятся все время в таком вот творческом процессе. И сейчас уже не я их учу, это сейчас они меня учат. И они заставляют... То есть это и есть, собственно, вот то, что сейчас является культурой искусства Татарстана. Культура искусства Татарстана сегодня... Это одна из самых продвинутых вещей вообще в Российской Федерации, я вам должна сказать. Потому что такого обилия и качества мероприятий, проектов самого разного характера, театральных, музыкальных, фестивальных проектов, конкурсных, Спортивных. молодежь. Да? Да. Ну, спорт — это не моя тема, я сейчас говорю, да, именно о культуре и искусстве. Она, конечно, у нас семимильными шагами. При поддержке невероятно нашего президента, я не могу здесь об этом не сказать, потому что наш президент поддерживает практически все проекты. И то, что Третьяковка открылась, и это невероятно огромные суммы. Ну, вы же понимаете, страховые суммы этих выставок очень огромные. Эрмитажный центр — первый в России. Филиал Русского музея — первый в России. Школа Константина Хабенского, школа Игоря Крутого. Значит, количество сейчас, на сегодняшний день в Республике Татарстан почти 4000 учреждений культуры и искусства. 4000. Такой сети нет практически нигде в Российской Федерации. Понимаете, у нас есть все. У нас есть театр оперы и балета, драматические театры, национальные театры. В селе Отня татарский государственный национальный, то есть драматический театр. Мензелинск, Буинск, Альметьевск, Бугульма, Нижнекамск, в Челнах 2 театра, в Нижнекамске 2 театра. Это только я сейчас беру театральную часть, музеи. Ребят, когда приезжала Трегулова, директор Третьяковки, и мы сделали совместную
выставку, на которую, конечно, всех приглашаю в Казанский Кремль, в Эрмитажный центр. Она говорит, я была поражена, потому что добрая половина этой выставки – это запасники и фонды Государственного музея изобразительных искусств. И авангард 20 века представлен великолепно. Какой у нас потрясающий фэшн, какой у нас потрясающий бакюр-манче. Понимаете, если задаться целью, то, конечно, в Казани и вообще в Татарстане, как Елабуга, Чистополь. Какой прекрасный музей Бориса Пастернака, моего любимого, в Чистополе. Уж я там каждую щербинку посмотрела, потому что это личная тема. Бывают любимые поэты, и Борис Пастернак, наверное, главный из этой темы. Что делается в Елабуге? Потрясающе. Приезжайте, кидайте машину, берите билет единый, и, пожалуйста, по всей Елабуге, там, где Марина Цветаева, там, где Шишкин, там, где кавалерист девица Дура. То есть все это работает, все это для людей, вся инфраструктура, все есть. Прекрасно отремонтированные, отреставрированные. Объекты культурного наследия, огромное количество. 1500 только на госохране находится. Всего почти 3500. Да? Посмотрите, как преображается сказка. Например, улица Карла Маркса. Ведь там нет ни одного дома, который не являлся бы объектом культурного наследия. И в каком все это виде и состоянии? Ведь сейчас на самом деле, вот я ездила на Координационный совет по культуре Министерства культуры Российской Федерации в Рязань. Угу. Откуда вы? Как узнают Казань, Татарстан? О, да. Это круто, да. Я ведь как именинница хожу. Вот если мы куда-то едем, я хожу как именинница, потому что я настолько горжусь тем, что вот мы делаем, и как у нас абсолютно аншлаговые ситуации в театрах, в музеях. 2,5 миллиона посетителей за 2016 год в Казанском Кремле. Какое музейное учреждение в России, ну, наверное, кроме, конечно, Москвы и Петербурга, может этим похвастаться. И когда меня спрашивают иногда, чем же вы там в Министерстве культуры вообще занимаетесь? Есть замечательная вообще история. Федор Иванович Шаляпин, который, как известно, родился на улице Пушкина, дом 10 в городе Казани, и был крещен в Богоявленской церкви. Он ехал, значит, с каким-то извозчиком, и у него спрашивают: Барин, а ты чем занимаешься? Он говорит, ну, я пою. Он говорит, так, подожди, мы все поем. Когда выпьем, поем. Сейчас давайте немножко остановимся. Это, ребята, я, потому что это моя тема. Это вообще 100%. У меня зависают компьютеры, если много эмоций, то... Нормально. Зависают операторы. Оператор там заслушался и упал от восторга. Барин, а чем ты занимаешься? Можно отсюда начать? Да. Что я сам как-то криво сижу. Да. Барин, чем ты занимаешься? И он говорит, я пою. Он говорит, так, подожди, мы все поем. Когда махнем, особенно поем. А профессия-то у тебя какая? Так вот, я всегда вспоминаю вот эту замечательную историю, когда меня спрашивают, а чем вы там в Министерстве культуры занимаетесь? А что нужно учить петь или играть для основной, наверное, такой массы, которая задает эти вопросы, для основного такого контингента людей? Это все как бы, ну, само по себе. Вот это же досуг, да? Музыку там в машине включил ну, вроде и поехал. несерьезная какая-то вещь-то. Вот смотрите, сколько учится нашей профессии. Так даже, ну, конечно, так даже не учатся медики. 7 лет школы, 4 года среднего образования, 5 лет консерватории. После этого ты выходишь, получаешь квалификацию или певец хора, или там, значит, солист ансамбля, там, или еще чего-то, да, там, дирижер, хоровик и так далее. То есть это 17 лет вообще на самом деле пахоты. Наши дети не знают, что такое детство. Когда все гоняют мячики, играют и гуляют с девочками. Скрипочку. Они пилят скрипочку. Да, совершенно верно, они играют. Да, это только вот еще в консерватории, вот так играют. А сначала вот так играют гаммы, да, арпеджио и так далее. То же самое и все остальные другие виды и жанры. То есть надо, конечно, понимать, что музыкант – это прежде всего колоссальный труд. Вообще человек искусства – это 10% способностей и 90% черной абсолютно работы. Потому что здесь на блате не уедешь. Ты по блату можешь куда-то поступить, но первый же концерт ты вышел на сцену, рот открыл, все, и можешь сразу же закрыть, если ты блатной. Потом дальше, значит, вот скажем, певцы, да, уж какая замечательная профессия. Надел красивое платье, ты вышел на сцену, там, Метрополитен-опера, да, ты в образе. А у тебя раз, один узелочек завязался, и все, и голоса нет. Потрясающая история Марии Каллас, которая перепела весь классический репертуар.
знаменитая итальянская певица. Вы помните, как она закончила? И когда у нее закончился голос, жизнь у нее на этом закончилась. И таких примеров тьма тьмущая. Это всегда огромный риск и огромная игра со своими способностями. Потому что, не дай бог, чуть-чуть подвернешь, переиграл руку. Вот сыграл Токкато Прокофьева, руку переиграл. Все, трагедия на всю жизнь. Чем ты будешь заниматься? Риски огромные. Ощущение вот этой вот зыбкости профессии, оно ведь не покидает никого до практически конца творческой карьеры. Я сейчас говорю не только о музыкантах. Певцы, художники. Чуть-чуть глаза сместились в разные стороны, все, глазомер упал. Балетные. Балетные. Сколько мы знаем прекрасных, тяжелых, да, это тяжелейший труд, это же спорт, это же тем более современный балет. Современный танец или современный балет, или классический балет, так сказать, в современном искусстве, да, то есть там, чтобы 3 фуэте, там, 32 фуэте накрутить, это же какая форма должна быть? Они же не позволяют себе ничего. Ну и самое главное, что у тебя должна быть такая выворотность ног, которую дает только Господь Бог. Поэтому профессия, я сейчас в широком смысле слова этого говорю, профессия замечательная. Она дает так много радости, она дает так много удовольствия и осознания собственной нужности. Но это такая тяжелая, во-первых, работа, во-вторых, борьба с самим собой. Невероятная. Мы говорим о моем перфекционизме. Ребята, вы не знаете, что такое перфекционизм исполнителей. Когда он выходит, и у него просто тремор, а ему нужно играть 32-ю сонату Бетховена, и не потому, что это вот... Кроме того, что это очень сложно сыграть, это же нужно попасть вот в это состояние, вот этой философии, в эту эмоцию, в одну единственную точку центральной нервной системы, когда ты понимаешь, что да, действительно, вот здесь и сейчас я это сделаю. А если нет? А если у тебя утром ребенок плакал, если ты не выспался, если у тебя муж там загулял или еще что-то такое? Мы все люди. И те эмоции, которые мы испытываем при встрече или погружении в искусство, ведь в реальной жизни это малая толика. Искусство, действительно, как говорил Ницше, искусство дано нам для того, чтобы мы немножечко оторвались от мерзости жизни. Абсолютно точная формула. И я понимаю, что искусство – это вещь, которая нас просто спасает. И я счастлива, конечно, что я занимаюсь тем, что спасает человека от каких-то тягот жизни. Знаете, нам сейчас очень бы хотелось немножко отвлечься от вашей профессиональной деятельности и вовлечься в вашу личность. И как раз мы в программе подготовились, вам небольшой сюрприз приготовили. И как раз те самые маленькие трудяги, которые и детства не знают. Уже в начале. Немножко. Нам сейчас много чего интересного расскажут. Внимание на экран. Она большой души человек. Даже скорее родной человек, потому что за год нашего нахождения на ее уроках стала нам очень близка и просто вот родной на самом деле человек. И ее подача, ее энергетика, то, как она сама загоралась вот этим всем, когда она нам это все объясняла, рассказывала, это было очень, конечно, здорово. Я не знаю ни одного человека, который любит музыку больше, чем она. Когда человек не искренен со своей профессией, если он пришел учиться музыке, допустим, и он не любит эту музыку, то есть у него не идут мурашки от этой музыки. Она такая очень яркая, энергичная, да, оптимистичная, столько оптимизма даже. Вот что удивительно, как бы это банально не звучало, она любит хорошую музыку, несмотря на жанры. То есть вроде бы она преподаватель классической, ну как бы академической музыки, отечественной музыкальной литературы у нас идет, но при этом на уроках мы слушали разное. Да, то есть и из рок-опер, чтобы вот донести мысль жизнь эпохи, то есть мы слушали много всего разного. В общем, она научила нас жизни, то есть я помню, когда мы после пар оставались, так душевно разговаривали, она нам дала советы, то есть, ну, с ней можно просто поделиться секретами, вот я так думаю. Бомбическая, она любит это слово. Она очень светлая, прям яркая. Она очень понимающая, добрая. Очень. Спасибо. Бомбическая, понимающая, добрая. А какая вы в гневе? Бываете ли вообще? Бываю. Эмоциональные люди иногда не управляют своими эмоциями. Я очень работаю над собой. Конечно, я могу
впасть в такое состояние. Наверное, это даже не гнев, а это такая боль, которая вот может и на лице выйти, и в каких-то эмоциональных таких всплесках, в импульсах, когда это хамство, когда это некомпетентность, когда это равнодушие, и когда это абсолютное, вот знаете, наплевательское отношение на то, чем ты занимаешься. Вот тут я, конечно, просто выхожу из себя, потому что очень много времени ты тратишь на то, чтобы донести, и вообще вот выйти. Ведь есть короткая, широкая, освещенная дорога. Вот когда мы начинаем ходить по переулкам, уходит время. А время – это вещь такая вот, такая субстанция, которая просто не возвращается. И я с каждым годом все острее и острее это ощущаю. Поэтому, девчонки мои, вы знаете, как я вас люблю, и люблю всех своих. И хочу всем передать огромный привет. И тем, кто закончили 20 лет назад, и тем, кто закончили 15 лет назад. Я всех помню. Я знаю, кто какую программу играл на госэкзамене, кто как пилил под лестницей, кто где делал какие-то неправильные там, значит, ноты брал и так далее. Вы, на самом деле, те люди, которые сделали и делаете мою жизнь. Бигзат рахмат сизге, я вас очень люблю. А какой вы были в детстве? В детстве я была такой. Я была очень старательной, очень гармоничной, потому что я занималась любимым делом. У меня были очень хорошие учителя в школе, которые понимали, что вот Элю Камалову вообще трогать не надо. Она не умеет прыгать через козла, зато она умеет играть на пианино. Она не умеет решать валентность в химии, да? И это удивительнейшая совершенно ирония судьбы, что моя дочь сейчас учится на химика. Хотя по химии мне можно было ставить смело не просто 2, а -2. Это была вещь, которую я вообще не понимала. Они все на это закрывали глаза, они на самом деле, у меня шел очень хорошо гуманитарный цикл, естественно, да, но на математику, физику и так далее мне просто не хватало времени, потому что я была очень занята, я пела в хоре, мне так это все нравилось, это было так все здорово. И я понимала, что конечно, не сдачу считать, понятно, что это организует мозги и так далее, вот, но тем не менее, как говорят наши ребята, так, я немножечко так забивала как бы, на такой цикл, да, и они очень хорошо и очень ласково, очень тепло ко мне относились и давали возможность, и дали возможность хорошо закончить школу. Я блестяще закончила музыкальное училище, блестяще закончила консерваторию, то есть это вот была та тема, которая мне была понятна и известна. Когда человек сидит 5 часов за инструментом, потом он ночью решает гармонию, потом он... Вы же понимаете... Вот тогда, это ли не математика, да. кстати, решить гармонию? Гармония – это, конечно, алгебра, поверенная, Вот. да, помноженная на музыку. Но это та алгебра, которую невозможно, вернее, не стоит пропускать не только через интеллект, а прежде всего через уши. То есть те созвучия. Как, по вашему мнению, с чего вообще начинается музыка? Пифагор всегда считал, что музыка – это прежде всего этика. То есть человек, который занимается музыкой, он воспитывает и воспитывается от этоса к аффекту. То есть от воспитательной нравственной роли музыки, искусства, шире возьмем, да, собственно, к чувству, красоте там, и так далее, и так далее. Поэтому люди, которые занимаются музыкой или искусством, это люди, которые, во-первых, мы все, фактически мы все интроверты, потому что мы все погружены в себя, у нас там внутри идет процесс, вот. При этом они обладают очень яркой эмпатией, то есть эмоциональным интеллектом, потому что если ты не будешь чувствовать то, что написал композитор, и как он сделал вот здесь вот такое тенуто, которое вот тебе вот нужно вот буквально вот так показать. Никакой, если ты не обладаешь вот этим эмоциональным интеллектом и вот этим вот высоким уровнем эмпатии, ты просто не сможешь это сделать так, как это полагается. Поэтому вот здесь вот этот вот симбиоз выучки, сиди и занимайся. Не получается? Ну-ка давай. Какой, куда? 4 часа попилила, вот и пили. Терпение, дисциплина, да, терпение, дисциплина, безусловно. Труд. Ну и, конечно, когда начинает получаться, как говорят психологи, инсайт вот этот вот раз, и получился интонация, пассаж, аккорд. Счастье необыкновенное. Поэтому у нас, наверное, кладовая счастья, она в другом. Если, я вот понимаю, вот я иногда себе представляю, вот как Перельман, например, решает теорему Ферма. И в каких точках узловых у него возникает вот это ощущение удивительной вот
сопричастности вот к тем великим там, физическим, математическим процессам. Это же тоже счастье, да, это тоже удовольствие от того, чем ты занимаешься. То же самое и здесь. И когда там дают вот такие километровые тексты, и ты там должен выучить там, за какое-то очень малое количество времени, вот, и у тебя начинает получаться, потому что уже есть навыки. Я на 4 курсе до такой степени, что называется, наблатыкалась, что мы учили, сдавали музыку наизусть. На 4 курсе я уже могла просто посмотреть на ноты, визуально их запомнить, и пойти и сдать без нот. То есть не проигрывая совершенно, да. Это, конечно, профессиональный навык. Ну, кстати, никто не задается вопросом, что слушал Перельман, когда решал это уравнение. О, это хороший вопрос. Это очень. А вы знаете, что есть ведь музыка, которую слушают беременные, например, женщины, должны слушать. Или когда ты решаешь, скажем, математические задачи. Или когда ты общаешься с друзьями. То есть Бах вот для этого да, а вот для этого нет. А я в машине, например, всегда ставлю музыку Глинки. На меня это благотворно действует. Один раз я поставила музыку Шнитке. Я чуть не врезалась в ближайший стол и не сделала аварию. Потому что Шнитке требует совершенно иной концентрации. И вот эти все изломанные метры, и все изломанные ритмы, эти страшные эмоциональные состояния тебя просто приводят в какое-то состояние ступора. Поэтому только классика, конечно, в машине. Ребята, слушайте в машине классику симфонии Бетховена. Ну, главное, не полет Валькирии, я думаю, всегда слушать, чтобы развивался шарф. Вот так. То есть у вас в машине всегда играет классика? Всегда, не всегда. Я очень люблю. Джо Кокера мне дочка записала целый там, да, я люблю русский рок, ребята. Я специалист по русскому року, потому что я росла и развивалась в 90-е годы, и я изучала А кто из это. русского рока ближе всего? Ой, кто только не ближе вообще, кто только не ближе. Я люблю все нестандартное. Группа 0. Я люблю там какой-нибудь там человек и кошка едут у окошка, да, какие-нибудь там растаманские песни, то есть там, где есть смысл. Когда-то любил очень ДДТ, сейчас уже в меньшей степени. Очень люблю Настю Полеву, очень люблю вообще Свердловский рок-клуб, да, очень люблю Цоя. То есть вот это все искреннее, живое, настоящее, когда это не стало еще бизнесом, когда это был вот этот вот социальный порыв, когда это было все юно, свежо и так далее. Как мы тогда оплакивали Виктора Цоя. Недавно была передача, я сидела и плакала, и понимала, что вот все правда. Как мы около ДК строителей собрались почти 2500 человек, это был 91 год. Или 90-й год я училась в консерватории, по какому-то, значит, там оцепление, мы как-то там, значит, зайти не могли, но мы зашли на этот концерт, благо, что мой брат занимался там рок-музыкой, да, он так по блату нас там провел, и мы вот с этими зажигалками, там, с фонариками, и как это вот показывает Вася, абсолютно 100% правда. И вот эта сопричастность к тому, что мы имели возможность соприкоснуться, собственно, к истории. 90-е годы для рок-музыки русской – это же целая эпоха. Сейчас мы прикасаемся к другому. Сейчас идет тектонический сдвиг республики вообще в такие совершенно прорывы. Конечно, я абсолютно понимаю, что проблем очень много. В культуре, в искусстве это всегда было и будет, это жизнь, так и должно быть. Но нам есть что предложить туристам, гостям, жителям. Мы тоже можем рассказать, чего интересного в городе делается. Кстати говоря, Куда прекрасная можно идея. сходить. Да, да, прекрасная Что? идея. Реклама. Да. А сыграем? Да, возникла у нас Чуть-чуть. тут идея поиграть немножко. А давайте сыграем. Пока у нас давайте. 3-2, так скажем, да, если такое, допустим, в лото, конечно. Сейчас, я чувствую, 3-3 будет. Так, 64. Есть такая Нет, песня? не будет, не будет. Так, Петр, все правильно говорили про вас. У Фандорина все как обычно. Да. 32. Да? Так, понятно. И в вот общем. кто потом поверит, что мы не мухлюем? Да, кстати, ребята, да, это вопрос. Все честно. Так, цифра 8. Вот не говорите, что она у вас Нет. есть. Нет, вот не и скажем. вот и не говорите. Цифра 4. Тоже нет? Тоже. Тоже нет. Ладно. Ладно, не мухлюем, все, оправдались. Хорошо. Ваша дочка, о которой сегодня разговор уже зашел, помимо того, что очень одаренный химик, она же еще и очень одаренный музыкант. Я уважаю свою дочь, зовут ее Алена, за то, что она сделала очень тяжелый выбор. Это девочка, у которой врожденный абсолютный слух. И когда мы привели ее в первую музыкальную школу, то наш преподаватель Григорий Бениаминович Фрейверт, Григорий Бениаминович, долгие лета, спасибо вам за все, который уже практически в класс никого не брал, он послушал ее, говорит: Аленушка, ну какая же ты замечательная, у нее очень хорошая моторика, у нее длинные пальцы, она так хорошо со скрипочкой, вот у нее как-то все так хорошо и гармонично, и ладно, и такая она слухачка, и так у нее все вот прям...
И при этом человек, у которого есть мозги, и она в 6-м, после 7-го класса мне заявила, что она уйдет в 131-ю школу. Я так поплакала немножечко, понимала, что ребенок, в общем, не готов к этой школе, потому что там не было подгруппы. В общем, она сказала: мам, это мой вопрос. Она поступила. Там конкурсная ситуация, ребят, 4,5 человека на место. 131-я школа – это лучшая школа города Казани. Детей там ставят на место, там вправляют мозги. Альфия Блегвардовна, тоже самый огромный привет от меня и от всех родителей, от всего родительского корпуса школы. Учиться невероятно тяжело, но их научили этому замечательному делу, добывать знания и так далее. И когда в 8 классе, когда уже я ей сказала сама, я говорю: доченька, ну ты сейчас в такой вообще ситуации сложной находишься. Ну, может быть, как бы школу ты же бросишь музыкальную? Я же понимаю, что ты уже теперь вот как бы себе там поняла, что надо делать. Она говорит: мамочка, тебя знает весь Татарстан. И когда скажут, что Эльвира Фаильевна Камалова закончила консерваторию, а ее дочь не закончила даже школу, мне будет стыдно смотреть людям в глаза. Вот какая мотивация. Она закончила последний год двойную программу, 7-8 класс, благо позволили ей в школе. И я поставила перед ней очень сложный и очень простой вопрос. Я говорю: ты когда... Она говорит: ну, я говорю, как с музыкой-то? Она говорит: да вот я не знаю, что-то вот как-то. Я говорю: скажи мне, пожалуйста, ты когда вот музыку слушаешь, у тебя вот в районе, как это называется, центральной нервной системы, позвоночника, говорю, сворачивается что-нибудь в трубочку? Она говорит: нет. Я говорю: значит, не твое. Это очень важная вещь, когда родители отдают детей куда-то. Нужно понимать, что должно быть базовое, основное качество. Когда нет мурашек... Должно переть, в общем. Должно. Должно. Иначе ребенок будет обречен просто на существование, а не на жизнь. Вот в этой профессии. Не имеет значения, какая профессия, согласитесь. И она выбрала химию. То есть она выбрала закончить школу, она закончила школу блестящая, там, с 2 золотыми медалями. Она 100-бальница по физике. А как сейчас ее специальность называется, на которой она учится? Потому что мы ее не то чтобы повторить, мы ее понять не смогли. Я сама это ничего не понимаю, потому что каждый раз... Она учится на химфаке в Московском государственном университете, и я для родителей должна сказать, что это все очень сильно преувеличены, все эти страхи. Если ребенок занимался, если он сдал ЕГЭ, никакого блата, поверьте, дорогие родители, ты едешь, сдаешь экзамен, получаешь баллы, и ты проходишь чуть ли не под 1 номером на бюджет Московский государственный университет. Что такое МГУ, говорить не буду. Вот. Я, конечно, очень счастлива, что она получает там замечательное образование. Очень сложно учиться. Это не студенческие тусовки, это не то, что нам показывают по телевизору, это пахота, пахота и пахота. Потому что университетское базовое образование, вы понимаете, тем более МГУ. Специальность у них еще вот нет такой профилизации, но она мне называла тему своей там работы, которую она вот сейчас писала на 2-м курсе зимой. Я ее специально записала на бумажку и очень долго учила, хотя на самом деле для меня сказать там доминант-септаккорд или двойная доминанта с 2 альтерациями, это спокойно. То есть мы же ведь владеем своим языком. А здесь, значит, как это называется, там Доу-Джонская спектроскопия, вот что-то такое. Конечно, сейчас химики меня поднимут на смех. Это, да конечно, пусть улыбнутся, все... не жалко. Это все не точно, но какое-то очень мудреное название. И, конечно, те предметы, которые мы вместе с ней, переживая, с бабушкой, задаем и все время спрашиваем, как там, у меня появились новые слова в репертуаре в моем. Линал, вот это называется линейная алгебра. Это очень сложный предмет там. Например, как это называется, сопромат, да, сопротивление материалов, там, или кристаллохимия, например, да, ну и так далее, так далее. Такие сложные какие-то названия. И я у нее все время спрашиваю: скажи, неужели ты вот в этом вот что-то вообще видишь и понимаешь? И она говорит: мам, если бы ты знала, как прекрасно устроена молекула бензола. А вот они и мурашки по позвоночнику. Да. И моя мама все время, встревая в этот разговор, говорит: Господи, Боже мой, если бы вы знали, как я в 10 классе сдавала эту формулу бензола, я никогда бы не подумала, что через 50 лет мне расскажут, что такое формула бензола. Как она прекрасна. Что такое молекула бензола. Да. А вот кинематограф вас также вдохновляет, как музыка, как музеи, как книги? Что из... Я очень люблю кино.
Да, я очень люблю кино. Но надо понимать, что есть кино под настроение. Если это артхаус, то ты должен быть сосредоточенным, то есть у тебя должно быть то же самое, что и литература. Конечно, придя через 13 или 14 часов работы, я точно не сяду смотреть «Братьев Коэнов», потому что у меня просто на это нет сил. Я могу включить какую-нибудь кухню там, или еще что-то такое. Совершенно верно, да. Надо понимать, что есть ведь кино очень... скажем, я абсолютная фанатка, например, сериала, который был там 35 лет назад, «Твин Пикс». То есть это вообще лакмусовая бумажка коммуникации. Ты знаешь, кто убил Лору Палмер? И если человек понимает, да, что здесь есть некая игра такая коммуникативная, то, значит, это наш человек. Слава богу, что в том окружении, моем окружении, моих друзей, все понимают, что кто убил Лору Палмер, это абсолютно вопрос, на который нет ответа. А все остальное, конечно, вот в режиме в таком не хочется смотреть, и хочется это так вдумчиво, не очень получается. Но вот из последнего, что впечатлило? Ничего не впечатлило. Почему не впечатляет? Скажу сейчас. Вот, например, очень сильно нахвалили фильм «Притяжение». Думаю, так я посмотрю там, вот, да. Что называется no comment. Это очень здорово сделано по технологии, наверное. Картинка. И очень не здорово по морали. И очень не здорово по морали. И очень не здорово по абсолютной спекуляции каких-то социальных вещей, которые вот сегодня на потребу дня. Вот сегодня это актуально, завтра нет. Я конъюнктуру на самом деле не люблю. Поэтому, когда начинают что-то говорить, конечно, хочется самому посмотреть. И я-то как раз из тех, что я не буду говорить, что книжка плохая, пока я ее сама не прочитаю. Слава богу, и это, наверное, тоже перфекционизм. Когда ты имеешь собственное мнение. Я и своих ребят тоже учу. Ребят, для того, чтобы что-то вообще о чем-то говорить, вы имеете собственное мнение, но ты для этого должен быть оснащен. Абсолютно Если ты не верно. понимаешь, что там, иди почитай. Да? Если ты смотришь Анну Каренину там, в 15-й раз, и ты должен сравнить, что такое было у Зархи, что это было там у Соловьева, или что там было, значит, вот у Гая Ричи, ты возьми сначала и прочитай, как это у Толстого. Да, А потом, источник. совершенно верно. Что делает вас счастливой? Счастливой меня делает моя семья. У меня замечательная семья, у меня замечательный брат, у меня замечательная мама, дочка замечательная. Это люди, которые... Ну, это действительно семья. Мои племянники, да, моя там сваха Лидия Алексеевна, например, да, или там моя невестка Оля. Меня, конечно, счастливой делает, это первое место. Второе место – это моя профессия. Это абсолютно, вот как ребята сказали, это бомбическое попадание просто судьбы. Потому что ведь так иногда складывается, как психологи говорят, что у каждого человека есть какая-то вот такой вот единственный, точный, правильный путь профессиональный. Но, к сожалению, родители не слышат своих детей. Вопросы престижа, вопросы всего другого остального, они иногда просто перевешивают. И идет диктат. Да. Да. Очень сложно в 10 лет понимать, кем ты хочешь быть. Я понимала, это счастье мое невероятное, что родители услышали это и помогли мне. И как меня поддерживал папа, и как меня поддерживала мама. И они очень уважают мою профессию. Третье, конечно, это мои студенты, которые суть являются моими друзьями. И те студенты, которые закончили 20-15 лет назад, это же мои единомышленники. Это люди, это фактически тоже семья. Семья, хоть мы и не живем вместе, но мы постоянно на связи, мы постоянно вместе, мы какие-то вещи проговариваем, мы что-то можем посмотреть, мы можем как-то что-то обсудить. Это вещи, которые, конечно, дают подпитку. Знаете, мы уже сказали за кадром, но скажем еще и в кадре. Мы поняли ваших студентов, которые никогда не прогуливают ваши лекции. Спасибо, Личка, спасибо, дорогая. Спасибо вам большое, что нашли время к нам выбраться. Это действительно было очень тепло, это было. Я получил колоссальное прям вот наслаждение. Я не постесняюсь этого слова. Спасибо большое, что действительно посетили нашу программу. Но все-таки мы с Лией вас обыграли. Хотя было то. Да, это была программа «Вечерняя игра». Любите, творите, постигайте. Слушайте своих детей. Вот. Пока-пока.